Ежегодно в конце ноября в Инте проходит масштабный спортивный праздник – межрегиональный турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Это традиционные соревнования в нашем городе, которые проводятся уже более 10 лет. Географический охват состязаний с каждым годом растет. В этом году в турнире приняли участие более 130 спортсменов из разных городов и районов Республики Коми, Архангельской области и Янао. Сразиться за награды приехали команды боксеров из Сыктывкара, Салихарда, Котласа, Вельска, Печоры, Воркуты, Ухты, Эжвы, поселка Вычегодский, Выльгарта и села Мужи. Мы приехали из Воркуты, занимаемся уже несколько лет. Кто-то начинающий, кто-то уже много лет занимается. Немного волнуюсь, но когда выхожу, уже понимаю, что выхода назад нету, ну и боксирую. Лично я готовился упорно. На скакалке много прыгал, чтобы сбросить, но что-то не получилось. Ну а так-то, в принципе, отжимания, приседания, все это было. 24 ноября состоялся торжественный парад открытия соревнований. Всех участников межрегионального турнира по боксу «Инта. Золотое сердце Коми» поприветствовал глава городского округа Инта, руководитель администрации Владимир Киселев. Приветствую всех на 13-м межрегиональном турнире по боксу. У нас сегодня здесь, в городе Инта. Сегодня участвуют боксеры из 11 муниципалитетов Республики Коми, а также соседних регионов. Это более 135 участников. И очень радует, что количество участников с каждым разом все увеличивается. Я хочу пожелать всем удачи, терпения, пусть победит сильнейший, но зрителям яркого бокса. Межрегиональный турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми» объявляется открытым. В рамках торжественной церемонии открытия соревнований мэр Инты вручил интинскому тренеру по боксу Тарасу Цверчаку диплом за отличные выступления его учеников на заполярных играх в Воркуте. Мальчишки ежегодно участвуют в спартакиаде народов Севера и всегда возвращаются домой с медалями. Благодарственным письмом городской администрации также отмечен главный судья соревнований Игорь Цент. Ведь только тот, кто знает пот, удары в печень, апперкот, сквозь град ударом шел вперед, болтался, падал, тот поймет, боксер правильный народ. И сегодня здесь собрался правильный народ. Вперед, ребята, без сомнений, без страха и упрека. Всем побед на ринге! Межрегиональный турнир является одним из самых престижных в Коми. Он уже стал своего рода визитной карточкой Инты. И боксеры с большим нетерпением ждали его, чтобы выявить сильнейших на ринге. Видим, что с каждым годом участников больше как по количеству, так и по регионам. Участвуют не только Республика Коми, но и соседние регионы. Популярность бокса, и мы развиваемся, приглашаем, всем интересно, и поэтому они сюда едут на соревнования. У нас замечательный тренер, есть достижения, поэтому мы болеем за спорт и приглашаем всех к нам. Ну, из Воркуты мы приехали в Инте не первый раз, по городам постоянно ездим. Ну, сейчас за этот учебный год первые выездные, в принципе, рассчитываем порвать всех. Были упорные тренировки, 6 тренировок в неделю, без выходных почти. Первыми на ринг вышли самые юные и легкие спортсмены весовой категории 30 килограммов. Открывали соревнования боксеры 2012 года рождения из Инты и Ямало-Ненецкого автономного округа. Артем Конев из села Мужи в красном углу и местный спортсмен Марк Лещук в синем. Мальчишек едва видно за канатами на ринге, но своим азартом и бесстрашием они могут дать фору и более взрослым боксерам.
Оба мальчика занимаются боксом недавно, но у приезжего спортсмена уже есть опыт участия в разных соревнованиях. За плечами 3 проведенных боя. Артем Конев является чемпионом Салехарда в своей весовой категории. Тренеры и друзья как могли поддерживали юных боксеров. Мальчишки, в свою очередь, старались не разочаровать наставников и зрителей. По итогам проведенных раундов победу в этом бою одержал Артем Конев из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он достаточно сильный, нелегко было его выиграть. Он не держал руки там, я усердно готовился. И не зря же я сюда приехал. На Интинском ринге сразились как новички, так и титулованные боксеры, неоднократные победители и призеры соревнований различного уровня. Мастерство и силу характера продемонстрировали все команды. Во время боев мальчишки поддерживали друг друга наравне со своими тренерами. На ринге юные боксеры в весовой категории 40 килограммов. Интинец Марат Сидиков в красной форме и боксер из Воркуты Максим Арсеньев в синей форме. Мальчики-ровесники, оба 2013 года рождения. Приезжий спортсмен немного опытнее местного боксера. До этого турнира Максим уже провел 8 боев. Марат Сидиков занимается боксом всего несколько месяцев, но он уже участвовал в соревнованиях и усердно готовился к этому турниру, поэтому сдаваться не собирался. По итогам 3 раундов решением судей победа в этом бою присуждена Марату. Это был нелегкий бой, и соперник был опытный. Я занимаюсь довольно мало, но он до меня был сильный. Папа меня поддерживал, и я не сдавался. Он совершал ошибки, потому что он голову держал, он всегда наклонялся вниз. Вот. А так нельзя делать? Нет, так можно делать, только он делает это слишком часто, и я его выучил. Турнир стал большим спортивным праздником для всех, и для самих участников соревнований, и для многочисленных зрителей и поклонников этого красивого и мужественного вида спорта. Боксеры в разных весовых категориях поочередно выходили на ринг. Каждый спортсмен мечтал дойти до финала и стать победителем межрегионального турнира. Уже 3 мальчика 2013 года, самые младшие, выступили на ринге. Они впервые вышли на большой ринг и довольно неплохо. Один мальчик проиграл, а 2 выиграли. Но даже проигравший мальчик проявил себя как настоящий мужчина, бился от первой до последней секунды. Этот турнир очень значим для нас. Не зря он был нами придуман.
когда-то для того, чтобы бокс в Инте становился популярнее и популярнее. И ребята занимаются боксом, больше 52 человек у меня в зале бокса. По-разному относятся мальчики к тренировочному процессу и вообще к боксу. Некоторые начинают очень тяжело, не хотят заниматься, некоторые очень бойко, но это не значит, может все поменяться. И этот, который не очень занимался хорошо, станет хорошо заниматься. Особенно после вот таких соревнований. У них появляется энтузиазм. Когда еще даже мальчишка, который проиграл, но я вижу, что он хочет, ему хочется взять реванш в дальнейшем, его похвалишь, с ним поговоришь, у него вдохновение такое появляется. Он прибегает быстро на тренировку, сразу же после воскресенья. Тарас Иванович прибегает, я хочу тренироваться. Поэтому турнир великолепный для нашего города. Он очень значимый и нужный. Межрегиональный турнир по боксу «Инта Золотое сердце Коми» входит в единый календарный план спортивных мероприятий региона и проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Традиционно самой многочисленной представлена команда Инты спортивной школы «Юность». Все мальчишки тренируются под руководством опытного наставника Тараса Цверчака. Боксеры выступали в разных весовых категориях и разного уровня подготовки. Я так бы разделил на 3 группы. Совсем новички мальчики, мальчики, понюхавшие, так скажем, пороха, так скажем, и уже опытные бойцы. Ну, мальчики 13-й год рождения, 12-й год рождения, это еще новички, мало боксировавшие. 11-й, 10-й год, 9-й год, это уже ребятки, которые в этом сезоне, начиная с января месяца, будут участвовать в официальных первенствах Республики Коми и, возможно, северо-запада России. Поэтому они уже посерьезнее относятся и к тренировочному процессу, и к самому бою, вообще к дисциплине своей. Ну и, конечно, есть у меня, так скажем, тяжелая артиллерия в лице старших ребят. Это Егоров Артем, Саид Мирзоев, Руденко Артур, Магомед Амин Пашаев. Вот эти ребята, у меня тяжелая артиллерия, которая должна здесь показать себя в лучшем виде. Они уже опытные парни, много проведшие боев. Артур Руденко более 50 боев провел. Саид Мирзоев уже более 100 боев провел. В первый день соревнований проходили предварительные бои. В них приняли участие 29 пар боксеров. Чемпионский характер и техническое изящество, красивые комбинации с контратаками и нокдаунами старались продемонстрировать все боксеры. Остроту и напряженность в боях бурно поддерживали болельщики. Приехали из Сыктывкара, приехало довольно много спортсменов, все не очень долго занимаются, большинство новичков. Много детей в возрасте 10, 12, 13 лет. Более все старшие уже более ходят дольше, занимаются лучше. Там, грубо говоря, у нас 2 команды, Сыктывкара именно и из Эжвы. Все, из разных команд. Все, вроде бы больше ничего добавлять. А ты сам сколько уже боксом занимаешься? Я года 2. Года 2, наверное. Да, 2 года занимаюсь. Часто участвуешь в соревнованиях? В Инту не первый раз приезжаешь? Первый раз в Инту приехал, а так во всех городах Республики Коми был. Много боев до этого турнира провел? 30 боев. Ты 30 боев провел. У тебя есть какое-то спортивное звание? Да, первый юношеский разряд. В командах есть разные, как и у меня. Мальчишки, есть новички, есть средние такие ребята, есть очень сильные ребята. Невозможно определить, кто сильнее всех. В каждой команде есть очень сильные ребята, особенно более старшего возраста. Поэтому можно ожидать всего, и даже от тех ребят, которые только начали боксировать. Все можно ожидать. Они могут вот именно на нашем интинском ринге выстрелить. Уже много есть боксеров, уже довольно серьезных боксеров, мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, которые этот наш турнир был стартом в большой спорт. Сейчас в других городах они занимаются боксом и продолжают повышать свою, так сказать, квалификацию спортивную, входят в сборные своих областей, республик и даже кандидатами становятся в сборную страны. На протяжении 3 дней шли упорные напряженные бои на ринге, кипели нешуточные страсти. Ведь все мальчишки имели решительный настрой и держали болельщиков в постоянном напряжении. Зрители были в восторге, поединки прошли динамично, но победы давались нелегко.
5, 6, 7, 8. Стоп. По углам. По углам. В воскресенье, в День матери, в спортивной школе «Юность» прошли финальные бои. Сильнейшие боксеры соревнований сражались за золотые медали. Борьба за первые места развернулась серьезная. Награждение проходило после каждого финального боя. Уважаемые друзья, мама нашего боксера Саида Мирзоева испекла такие прекрасные пироги, и каждой команде будут вручены эти вкусные, отличные пироги. Поаплодируем маме Саида Мирзоева, Анжелике Сабуровне. Все выиграл. Мы приехали из села Мужи, Янава. Ну, соперники были такие, ну да, жесткие. Ну, не так было легко. Занимаюсь я 4 года. 2 тренера. Алексей Константинович, Сергей Владимирович. Всего в финале межрегионального турнира по боксу сразились 22 пары. 8 боев провели интинские спортсмены. Мальчишки бились за медали как настоящие воины, но одержать победу удалось далеко не всем. Все боксеры как могли поддерживали друг друга. Старшие ребята давали советы младшим, настраивали их на победу. Интинские боксеры великолепно выступают, все готовы. Некоторые чуть лучше, некоторые чуть хуже. Но я в них уверен, я их готовлю. Каждому бою я с ними, готовлю их морально. Физически уже готовлю на тренировках. Выступают они кто-то хорошо, кто-то немного похуже, как бы. Все это выходит из того, что мало боев проведено, и просто новички, некоторые в первый раз выходят на ринг, кто-то уже не новичок, второй, третий раз на ринг выходит. Все это сказывается в бою. Есть мальчики, которые прут, есть, которые сдают назад. Но всех их связывает то, что все-таки дети маленькие, все-таки боятся. Конечно, там удары несерьезные, не сильные, все-таки маленький вес, маленький возраст. Но все же боятся немного и сдают назад. Я более чем доволен нашими ребятами. Много финалистов. Сейчас также проходят финальные бои у наших ребят. Ну, все-таки больше выигрышей, чем проигрышей. Так что я доволен подготовкой наших ребят. Интинскому боксеру Артуру Руденко не удалось выйти на ринг. 2 соперника в его весовой категории в последний момент заболели и не смогли участвовать в соревнованиях. Местный спортсмен автоматически стал победителем. Да, я был готов. Не удалось, конечно, выйти на ринг. Да, всего лишь нас было 3 в весе. Это меня очень разочаровало.
Как бы хотелось побоксировать, но тоже в моем весе были один новичок и один более опытный. Но тот, который более опытный, он с Ямало-Ненецкого округа, там мужик, немного заболел, из-за этого не вышел на бой. Но я был готов провести с ним бой, 3 раунда, готов был. Но вот так вышло, получилось. Приехали мы из города Вельска, приехало всего 4 человека, занимаюсь я 4 года. У нас сильные боксеры довольно, достойные. Я провел один бой, проиграл, но соперник был довольно сильный, достойный. Получилось у меня, то есть проиграл я 3-й раунд и 2-й тоже, но в принципе, у меня возможно, конечно, я мог выиграть, там чуть-чуть не хватило, но соперник довольно достойный, получил 2-е место. Настоящий профессиональный рост боксеров происходит именно после участия в соревнованиях, и в том числе с поражениями. Тренеры верят, что у всех мальчишек есть потенциал. Нужно все свободное время посвящать тренировкам, учиться и осваивать новые навыки, исправлять ошибки, ставить цели и идти к ним. Занимаюсь я 7-й год где-то. Провел 26 боев, из них 16 победных. Самый трудный бой, наверное, был в Коряжме с Щукиным Ярославом. А на этих соревнованиях? На этих соревнованиях, было трудно, но собрался духом, победил. Я занимаюсь 4-й год боксом. На ринге провел около 40 боев. Примерно в 35 одержал победу. Самый трудный бой у меня был на первенстве Северо-Западного федерального округа России в городе Сыктывкаре. Там я провел 2 боя. И 2-й бой с Вологодским у меня был наиболее тяжелым. Я вошел в полуфинал соревнований и занял 3-е место. На этих соревнованиях соперники были достаточно сильные, но первый бой мне дался полегче. Соперник был хороший тоже. А во 2-м бою я проиграл, но соперник был уже чуть посильнее. Мне понравились соревнования эти, все было хорошо. За 3 дня с 24 по 26 ноября на Интинском ринге было проведено более 80 динамичных и невероятно зрелищных боев. Каждый боксер рассчитывал на победу и мечтал завоевать золотую медаль. Большие надежды на учеников возлагали тренеры. Наставники как могли поддерживали своих воспитанников, срывая голос. Молодец! Молодец! Молодец!
Большинство команд из Янау, Архангельской области и Коми – постоянные участники турнира. Боксеры стараются не пропускать соревнования в Приполярье и с радостью отзываются на приглашение интинцев. Иди попроси у него прощения. Давай, Саня. Ну-ка, дай ему, что молодец. Давай, аплодируем, В боксе самое главное – планирование боя. Важно не потерять себя в эмоциях и четко выполнять задачи, которые поставил тебе тренер. Вопреки расхожему мнению, в этом виде спорта побеждает не тот, кто, грубо говоря, умеет махать кулаками, а тот, кто мыслит тактически и просчитывает соперника. На ринге самые тяжелые боксеры в весовой категории выше 90 килограммов. Интинец Алексей Полидаускас в красной форме и сыктывкарец Андрей Селиверстов в синей. Мальчишки, которым всего 13-15 лет, бились с большим напором. Их не останавливали ни страх перед сильными соперниками, ни боль от не по-детски мощных ударов. Самыми же зрелищными бесспорно стали бои юношей. Здесь были и разбитые в кровь носы, и серии сокрушительных ударов, и падения на пол ринга. Все боксеры старались показать хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. Спортсмены бились отважно и целеустремленно. Зрители отчаянно болели за каждого боксера, поддерживая и подбадривая спортсменов.
5, 6, 7, 8, стоп. Бои заканчивались по-разному. Победу ввиду явного преимущества, большинством судейских голосов, отказом продолжать бой. Серьезных травм во время турнира никто не получил. Дежуривший врач на протяжении всего турнира внимательно следил за каждым боем. На ринге боксеры в весовой категории 70 килограммов. Интинец Игорь Семяшкин в красной форме, воркутинец Алексей Бессонов в синей. Приезжий спортсмен намного опытнее местного. Интинец Игорь Семяшкин недавно начал заниматься боксом, и это его первые соревнования. Тренирует юношу Тарас Цверчак. По словам наставника, Игорь очень дисциплинированный и скромный парень. Если он будет и дальше тренироваться с таким усердием, его ждет множество высоких наград. В межрегиональном турнире по боксу «Инта Золотое сердце Коми» Игорь заслуженно завоевал первое место. Еще одним зрелищным сражением стал бой между ухтинцем Никитой Поповым и интинцем Магомедамином Пашаевым. Приезжий боксер в красной форме, местный в синей, весовая категория 86 килограммов. Кульминацией турнира стал интереснейший финальный бой в мужской категории между Михаилом Шкарповым из Печоры и Саидом Мирзоевым из Инты. Бой был настолько напряженным, что зрители болели в тишине. Мужчины показали неоспоримую технику и отточенную реакцию. Чуть-чуть, как говорится,
Аккуратней, Миша, аккуратней. Правда, ручку не набьешь левой боковой. Прыжка на голове. Вот, встречай. Встречай. Встречай, выше руки. Вот. Стоп! Ладно. Приезжий спортсмен Михаил Шкарпов намного старше интинца. Михаилу уже 30 лет. Мужчина является кандидатом в мастера спорта. Учет проведенных боев не ведет. Саид Мирзоев, студент колледжа, тренируется под руководством Тараса Цверчака. Парень является одним из сильнейших боксеров в республике Коми, имеет звание кандидат в мастера спорта. Неоднократный победитель и призер Северо-Западного федерального округа, республиканских и всероссийских соревнований. Саид занимается боксом 9 лет. До этого турнира провел 150 боев и почти во всех одержал победу. Несмотря на явное преимущество, местный спортсмен предоставил сопернику из Печоры возможность проявить себя. Единогласным решением судей победа в этом бою присуждена интинцу. В очередной раз Саид Мирзоев стал чемпионом межрегионального турнира.
Молодой человек признается, что все его медали завоеваны благодаря тренеру Тарасу Цверчаку. Говорит, добиться успеха можно только в тандеме с опытным учителем, который знает, что и как нужно делать. Всегда даст дельный совет, на что обратить внимание, чтобы победить. На этом турнире, почти как и на всех, мне не очень сложно отдалась эта победа. Тут вообще хотели приехать ко мне много кто, но под конец самых соревнований сказали, что приедет только один. А уровень соперника, я не знаю, был бы он сильный, был бы он слабый. Ко всем боям отношусь одинаково, выхожу с одинаковым настроем на победу. Саид перешел во взрослый бокс из юниоров недавно. Разница большая. Здесь уже все совершенно по-другому, потому что удары чувствуются иначе без шлема. Разные возрастные категории и высокая конкуренция. В этапе взрослых я не так много уже, тут 2 года всего. Но мне когда я был в юниорах, мне больше нравился мужской бокс. А сейчас я даже скучаю по тем временам. Все призеры межрегионального турнира «Инта. Золотое сердце Коми» получили заслуженные награды. Медали, кубки, грамоты и дипломы. Несколько боксеров отмечены денежными призами. Также были признаны победители номинаций за лучшую технику Тимофей Мещанинов из Печоры, за волю к победе боксер из Салихарда Артем Лавренов и за самый красивый бой Саид Мирзоев из Инты и Михаил Шкарпов из Печоры.